Первая функция, о которой мы сегодня поговорим, называется «если много». Пишется она «если мн». Это логическая функция, и ранее подобные задачи мы могли с вами решать с помощью других функций, в том числе с помощью той же функции «если», в которую вкладывали другие функции. Ну, опять же, могли бы туда мы вкладывать функцию «если» несколько раз. И в целом задача была и раньше решаемая, но сейчас Microsoft представил нам функцию, которая позволит решать нам задачу удобнее. На примере вот на каком давайте эту функцию рассмотрим. У нас есть некое число. Если мы посмотрим в строку формул, то увидим, что число это нам показывает текущий день недели. Сегодня у нас третий день недели, ну то есть среда. Функция день нет умеет показывать только так, в виде числа, в виде текста, как мы привыкли, она этого делать не умеет. У нас есть дни недели, перечисленные вот здесь вот. И с помощью функции «если много» мы будем с вами выводить день недели, который соответствует получившемуся числу. Если сегодня у нас тройка, среда, то мы должны вывести вот это слово «среда». Функция день нет у нас основана на функции сегодня. Функция сегодня обновляется, и завтра она покажет уже не третий день, а четвертый. И, соответственно, завтра сюда должен будет вывести четверг и так далее. Как работает функция «если много»? Функция находит первое значение вот в этом списке, которое выдает истину из всех тех значений, которые мы заложим внутрь функции «если много». И выводит нам результат в соответствии с этим значением. Внутри функции, если мы посмотрим на синтаксис, у нас будет, ну, как можно также понять из названия функции, много логических выражений. Логическое выражение 1 и соответствующее ему значение 1, дальше логическое выражение 2 и соответствующее ему значение 2 и так далее. Вот, соответственно, функция «если много» пойдет по ним по всем по порядку, и как только найдет то из них, которое соответствует действительности, то есть выдает значение истина, его результат мы и увидим. Важно отметить, что порядок написания функции, то есть то, что включается в синтаксис, довольно важно. Все условия должны быть перечислены в верном порядке, в силу того, что как только мы найдем истину, дальше мы уже двигаться по этой функции не будем, и все, что останется где-то в хвосте, останется функцией незамеченным. Поэтому при написании синтаксиса важно это учитывать. Ну а в данном случае наша формула будет выглядеть следующим образом. Пишем равно если мн. Ну и дальше нам нужно написать, соответственно, первое логическое выражение, которое мы будем проверять. Проверять мы будем вот эту ячейку. И в первую очередь мы будем проверять, равна ли она единице, ну то есть понедельнику. Точка, запятой. Дальше нам нужно указать, что именно мы будем выводить, если при проверке окажется, что ячейка B5 равна единице, то есть вот эта часть выдает значение истина. В этом случае мы будем выводить слово понедельник, брать мы его будем вот из этой ячейки. В принципе, нам ничего не мешает не составлять какую-то дополнительную таблицу и вручную вот здесь вот в кавычках прописать слово понедельник, но мы воспользуемся уже готовой дополнительной табличкой, так проще. Ставим точку с запятой и переходим ко второй логической проверке. Вторая логическая проверка будет проверять эту же ячейку B5, но уже будет проверять, равна ли она 2. Точка с запятой. И если она равна 2, то будем выводить слово вторник. Точка с запятой. Ну и так мы пишем для каждого дня недели. Тройка, значит, выводим так, B5 равно тройка, значит, выводим среду. B5 равно четверке, значит, выводим четверг. B5 равно пятерке,
значит, выводим пятницу. b5 равно шестерке, значит, выводим субботу. И последнее значение b5 равно семерке, значит, выводим воскресенье. На этом закрываем скобку и нажимаем Enter. И получаем, что третий день недели – это среда. Соответственно, мы теперь можем с помощью функции день недели найти сегодняшний день недели в цифровом виде и вот таким образом его преобразовать в текстовый вид, ну, в нашем случае с помощью дополнительной таблицы, но в целом можно и внутрь самой функции «если много» прописывать значения. Еще раз обращаю внимание на синтаксис. Условия идут парами, значения для проверки, затем то, что должно выводиться, если проверка прошла успешно. Как в нашем случае функция сработала. Ячейка b5 равна единице, нет, не равна, идем дальше. Ячейка b5 равна двойке, нет, не равна, опять идем дальше. Ячейка b5 равна тройке, да, равна, значит берем вот это значение a10 и выводим его, это у нас среда. Дальше все, что идет после А10, просто во внимание не учитывается в силу того, что мы нашли истину. То есть еще раз обращаю внимание на то, что только первая истина будет учитываться и выводиться нам в результате срабатывания этой функции. В пару к этой функции идет функция переключ. Она делает похожие вещи, но отличается от функции «если много» тем, что есть еще и дополнительный вариант, который будет выводиться при отсутствии совпадений. Вот у нас с вами внутри функции «если mn» есть 7 значений с единицы до семерки. И, в общем-то, по-другому у нас быть не может, в силу того, что день недели будет выводить нам как раз эти значения от единицы до семерки. Но если у нас есть какая-то другая функция, которая как-то по-другому считает это число и, например, выводит нам не с единицы до семерки, а, ну, давайте восьмерку выведем, то функция «если много» покажет нам ошибку. Ну, в силу того, что восьмерку внутрь этой функции мы не закладывали, мы на нее не рассчитывали. А вот функция переключ позволяет нам проделать то же самое, но еще и указать значение, которое будет выводиться в том случае, если вообще ничего не найдено. Синтаксис у нее похожий. Давайте ее вот сюда напишем. Ну, задача та же самая. Да? У нас с вами есть день недели в цифровом виде. Нужно вывести его в текстовом. Пишем равно переключ. Открываем скобку. Ну и поехали проверять, что именно мы с вами будем здесь проверять. Мы будем проверять, что ячейка B7, это значение мы будем искать, точка запятой, ой, почему B7, B5. И проверять мы его, опять же, будем на соответствие единицы. Точка запятой. Если находим единицу, то выводим понедельник. Точка с запятой. Если находим двойку, то выводим вторник. Ну, все через точку с запятой. Я не буду ее повторять каждый раз, да? Вслух. Дальше, если находим тройку, то выводим среду. Если находим четверку, то выводим четверг. Если находим пятерку, то выводим пятницу. Если находим шестерку, суббота. И семерку, воскресенье. На текущем этапе это все то же самое, что мы делали с помощью функции «если много». Но, может быть, за исключением того, что здесь немножко синтаксис поудобнее.
функции «если много» мы для каждого логического выражения писали b5 равно единице, b5 равно двойке и так далее. Здесь мы b5 указываем один раз. Мы из него берем один раз значение и дальше сравниваем с вот этими вот результатами единицей, двойкой, тройкой. И там, где нашли нужное, там и останавливаемся. Но последний элемент у этой функции, как мы видим вот здесь, значение, возвращаемое при отсутствии совпадений. То есть как раз вот тот случай, когда мы все вот это прошли, ничего не нашлось, что в этом случае мы должны вывести. Ну, давайте выведем вот такую фразу. Нет такого дня недели. Не забываем, что текстовые аргументы внутри функции мы заключаем с обеих сторон в кавычки, закрываем скобку и получаем результат. Ну, на сегодня у нас все еще среда. Давайте попробуем вручную здесь заменить на какой-то другой день недели. Единица выдает нам понедельник, семерка выдает нам воскресенье, а если мы попробуем ввести восьмерку, то нам сообщают о том, что нет такого дня недели. Ну, то есть мы уже получаем не ошибку, а какое-то значение, которое сами захотели. С помощью функции «если много» мы, в общем-то, тоже могли бы так сделать, если бы включили всю вот эту нашу функцию внутрь функции «если ошибка». Но теперь мы знаем, что есть функция переключ, которая позволяет нам этот вопрос решить без вложенных функций.